Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем» на телеканале Якутия-24. С вами я, Дарья Анкехова. Дорогие друзья, сегодня у нас очень интересная тема, потому что собственными руками сегодня мы изготовим аромасвечу, а также узнаем, как же делаются аромадиффузоры. Это очень популярно и модно сейчас. И давайте не будем вас томить, а начнем, приступим к нашему интересному делу. Рядом со мной находится свечевар. Действительно, есть и такое. Свечевар. Это Светлана. Светлана у нас увлеченно занимается этой темой уже не первый год. И, конечно, кто, как не она, сможет с нами поделиться лайфхаками, секретами по свечеварению. Вот так это звучит. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как давно вы этим занимаетесь, да? И откуда пришла вообще такая идея? Занимаюсь года два, и идея пришла, когда мы отдыхали в Крыму. Там уже такое направление было, и на одной ярмарке было очень много, свечи продавали, делали. Идея оттуда. И вы привезли эту идею в Якутск, так сказать? Я там уже зимовали в Крыму, уже начала онлайн учиться, заказывать материалы, и тут уже сначала дома делала, так, друзьям как подарки. Сейчас уже как бы на продажу уже. Ну вот, обратите внимание, мы находимся в арома-мастерской, называется это арома-мастерская Козимут. Здесь действительно потрясающие ароматы, к сожалению, мы не можем передать их через экран вашего телевизора, но я думаю, ни для кого не секрет, что это действительно все очень вкусно, очень так притягивающие, да, запахи это. Ну, давайте сразу приступим уже, потому что, например, я вообще не имею понятия, как и из чего можно сделать свечку, да? Вроде все время покупаешь готовую в магазине, а ведь можно сотворить это и своими руками. Да. И обычно в магазинах продаются парафиновые свечки. Они аромат, когда только свечу саму слушаешь, там есть, а когда горит, аромат не отдает. А вот натуральные воски, они отдают аромат вот когда при горении. То есть только когда поджжешь фитиль? Да, когда поджигаешь, топится воск, и когда вот уже с топленой воска идет аромат. Так, хорошо, что для этого нам понадобится сегодня? Нам понадобится воск соевый, натуральный. Соевый? Соевый воск. Это соевый. Это для формовых свеч, а бывает кокосовые и еще пальмоядерные. Разные есть натуральный воск. И арома масла. Выглядит на так, американское, да. И форма, куда будем заливать, фитиль, и, собственно, все. И термометр, чтобы следить за нагревом воска. Так, давайте присядем. Ну что, Светлана, вообще, насколько долгий это процесс? Примерно изготовление одной свечи займет, наверное, 4 часа. Вместе, когда она высыхает, именно до полной готовности. А именно вот работа, где-то минут 30-40. Вот у нас как раз-таки эфир примерно около получасу. Я думаю, мы самые основные моменты расскажем и покажем, самое главное. Ну что, берем мы тот самый воск. В чем его преимущество, чем он удобен? И нужно отметить, что это все-таки натуральный продукт, да? Он удобен, мне фактура нравится, цвет, как он застывает, и без никаких он хорошо, аромата дает хорошо. То есть он должен впитать в себя, да, и хорошо отдать аромат. Чтобы арома масла растворилась в воске, нужно нагреть ее до 85 градусов. Потом уже заливаем. Так, хорошо. Тогда мы берем, допустим, на изготовление одной свечи, да? Да. Примерно я знаю, сколько объемов мне форма. Мне 210. 210 нам надо грамм, да? 210 воска. Мы ее ставим топиться на водяной бане. Обязательно на водяной бане, и чтобы вода не должна кипеть. То есть вода должна быть в теплом состоянии, в горячем состоянии, но не кипящая? Да, не кипящая. А что будет, если будет она кипеть, то что случится с воском? Она кристаллизируется, и она уже, плохо выглядит. В общем, просто должна быть теплая водичка. Да. Сколько она там должно томиться? Там минут 15 примерно, от градуса зависит. До 80 греем, чтобы сам воск стал, и все. Так, хорошо. У нас здесь есть формочка. Формочка, да, силиконовая формочка.
Эти заказываем, изготавливают на заказ любые формы. А что там внутри у нас, можно посмотреть? Это конус. Ага. Ну, там любые формы есть. Ага. Можно сделать. Дорогие друзья, я сейчас покажу вам формы свечки, какие могут быть, да? Вот обратите. Новый год. Свеча в виде шишки, да, еловой. Отлично. Еще есть варианты, обратите. Сразу домик, вот. Это очень сейчас модно и популярно, да? Домики у нас есть. Так, затем у нас что есть еще здесь? Обратите внимание, можно залить даже в ракушку, привезенную с моря, да? Да, она с Хабарова. С Владивостока. А, это вы сами собирали? Да. Вот так вот, все впрок, да, все в дело у Светланы. Так, хорошо. И я еще видела вот здесь вот такую вещь. Обратите внимание, даже можно залить свечу вот в лимончик. А как вы высушили? И чистим, и она как бы просто стоит, убирается внутренность, просто стоит день, и она уже как бы высыхает. Да, и получается вот такая свеча. Апельсин А еще тоже я можно. увидела, ну это, наверное, тоже интересно, обратите внимание, вот просто в кокосовую половинку. Вот так вот. А, ну вот еще же в те самые модные свечи, дорогие друзья, обратите внимание, в виде тел, да, это очень сейчас популярно. Да, они очень популярные. И вот формовые, они больше считаются, что, ну, больше интерьерные. Они, конечно, идут с ароматом, но так как аромат идет с топленого именно воска, а формовые, они как бы сильно так не отдают аромат. А вот контейнеры, которые в стаканчиках, они когда топятся, ароматизируют где-то за час 30 квадратных метров. А, да вы что, вот оказывается, вот в чем разница. Обратите внимание, дорогие телезрители, если вы хотите аромасвечу, которая будет пахнуть, которая будет отдавать потрясающий запах, вы приобретаете свечку именно вот в таких стеклянных, да, стаканчиках, да. контейнерах. Да, контейнеры. А если вам нужен декор, то приобретайте формовую свечу. Да. Вот так. Так, вы, значит, обратите внимание, что вы сделали. Вы закрепили... Фитиль. Это хлопковый обычный фитиль. Мы ее закрепили. Там уже центр есть. Вытащили. Вот это будет, ну, уже верхушка. А это будет низ. Закрепляем, чтобы она посередине именно была. Фиксируем. А здесь какие могут быть нюансы? Вот вы с помощью резинок канцелярских закрепили, да? Может воск вылиться из формочки, да? Да, вот он же как бы, чтобы доставать, он режется, поэтому закрепляем резинками, чтобы не открывалась. А так, если без резинки, да, она сразу выльется. Так, у нас там воск уже готов, по-моему. Еще нет, еще чуть-чуть. И следим за температурой. А Уже, сколько уже нужно? топится. Ну, до 85 максимально. От 65 до 85. Тут он еще чуть-чуть надо этот подождать. Так, а вот, кстати говоря, по поводу парфюмерии, да? Здесь обязательно нужно добавлять только масло. Многие думают, наверное, что можно добавить и из своего любимого парфюма. Если мы так сделаем, получится свеча или нет? Она не растворяется. Масло именно растворяется в воске, а парфюм, он ну, на спиртовой же основе, поэтому не растворяется. Поэтому именно специальные арома масла. Либо можно сделать эти эфирные масла, которые в аптеке продаются. А, ну там вот, да, пихта, да, можжевельник. Только они при горении отдают мало аромат. А эти именно, ну, у них меняется аромат, когда горячие, а эти именно рассчитаны для свеч, поэтому... А, ну вот у нас, например, здесь, да, аромат, который, если я не ошибаюсь, переводится как морская соль, да, и орхидея. Да. Вот так вот. Морская соль и орхидея. Да. С этими аромамаслами можно сделать и диффузоры, и вот автопарфюмы, и вот такие контейнеры свечи тоже. Кстати говоря, вот про те же модные сейчас диффузоры, да, вот здесь процесс какой? Просто залить туда масло в бутылочку и все? Там
ну, процент масла и есть, там еще есть, ну, такой, чтобы испарялась раствор, ну, жидкость получается. И с ними смешивает, и там еще, ну, усилитель аромата, как бы имеется в виду, чтобы хорошо испарялось, и ставятся вот эти фибровые палочки, они в себя впитывают, потом уже распространяются. Светлана, я видела, что иногда люди думают, что нужно поставить вот эти палочки в баночку, да, вот так. Ставим в баночку, и нужно поджечь их, да? Это вот как те китайские аромапалочки, что их нужно поджечь, и только тогда пойдет запах. Это правильно или нет? Нет, это неправильно, это совсем другие, они впитывают в себя, потом уже распространяют. Их нельзя поджигать. Внимание! Когда вы ставите такие палочки в свой диффузор, не надо их поджигать. Просто они сами впитывают и тем самым потом распространяют, да? А размер палочки влияет на количество аромата, да, ну, насыщенность аромата? То есть бывают же такие высокие, длинные, Да. потолще бывают. Конечно, влияет, потому что, ну, площадь распространения уже большой, Ага. поэтому чем длиннее, чем толще, больше аромата. И надо начинать уже, ну, на свое усмотрение с одной палочки, потом уже добавлять. А, то есть если хотите, чтобы в помещении пахло очень сильно, добавляете прям несколько банок, палочек, не жалеете. А если слегка, то достаточно и одной, правильно? Да. Вот так вот. Так, а еще можно вот еще раз рассказать, для того, чтобы сделать такое, нам нужно обязательно вот то самое масло, да? И, ну, это Жидкость. жидкость ММБ называется. Как? ММБ. Ну, она ММБ. корейская жидкость, смешивается, и, ну, все, они как бы несложные. А в каком соотношении? Это принципиально важно или нет? Да, важно. Ну, можно и играть. Кому-то нравится побольше, кому-то... Ну, примерно в среднем 30% масла и 70% раствора. А, ну то есть если по насыщеннее, то мы Да. добавляем много масла. Да. Ну, можно до 40 масла добавить. Ну, это Ага. уже от вкуса. От вкуса человека. Да. Ну, так-то здесь можно экспериментировать. Испортить что-то сложно, да? Вот тут, да, сложно, а в свечах очень тонкий Подход. подход нужен. Так, ну что, у нас готов воск, Светлана? Чуть-чуть еще нет. Чуть-чуть. То есть воск должен полностью растопиться на водяной бане. Да, он как жидкое состояние, он должен в водяной бане раствориться. Хорошо. Так, а в какие вот, допустим, формочки ни в коем случае нельзя заливать воск? Вообще вот на вашей практике же, наверное, были такие неудачные эксперименты, да? Ну вот вы, я смотрю, очень много, да, используете то, что в принципе, наверное, ушло бы в утилизацию, да? Это вот, допустим, кожура от фруктов, да, и так далее. Вот во что-то вливали в такое, что потом испортилось? Ну вот, например, лимони, он как бы, его надо быстрее, долго хранить нельзя, так как кожура может плесень пойти снизу. Поэтому это мы делали, ну, чтобы дома сделали. Для эксперимента, да? Для эксперимента, да. А вот в этом кокосе она долго хранится, и в стекле тоже долго. Вот так вот. То есть будьте внимательнее, да? Лучше приобрести, мне кажется, баночку, да, такую красивую, Да, стаканчик. Стаканчики, баночки. Либо вот, где это массажная свеча. Она, там состав чуток другой. Там Массажная свеча? Да, массажная. Это масла. Аром, какие вот эти, которые в аптеках продаются? Нет, там этот карате, получается, масло виноградной косточки и кокосовый воск. Тут, например, воск, а тут масла, поэтому она топится, и вот этим маслом делают массаж. Вон оно что, вот почему называется массажная свеча, дорогие друзья. То есть вы топите, растапливаете этот воск, и этот же воск вы можете наносить на свое прекрасное тело. Только не перепутайте с парафиновой свечой, да? У меня здесь парафина нет. Парафиновой нет, ну, а парафиновой еще хуже будет. Да, он вообще как бы масло, ну, он сразу же застывает же на руках. А этот не застывает. Еще и ожог получите, да? Вот это масло греется до 40 максимум градусов. Ну, где-то 36, он чуть-чуть горячее, чем человек, тело Да, получается, поэтому
Так, такой теплый масло получается. А, то есть это очень удобно и практично, знаете. Да, и его Не- очень долго хватает. Надолго хватает? Да. Вот так вот. Но здесь самая главная основа это то самое кокосовое, да? Да, кокосовое и масло. Мгм. Масло Масло ши. важно, да? Мгм. Масло ши, чтобы никакой аллергии не было, да? Ну, и чтобы впитала кожу. И кокосовый воск – это совершенно другой воск, не то, что мы используем сегодня, да? Да, это другой. Это соевый у нас. И вот эти кокосовый воск тоже, но тут процент аромата выше, поэтому нельзя на тело наносить. А эти аромат маленький, ну, он такой еле уловимый. А вот, Светлана, у меня возник вопрос. А что лучше для арома свечи? Вот такой фитилек деревянный? Или все-таки, как мы привыкли, вот из той самой бечевки, да? Вот этот, видите, тут деревянная палочка. Что она дает? Он дает фитиль, эффект камина, он трещит, имеется в виду. То есть так потрескивает, да? Потрескивание, да. А что быстрее сгорит, такой фитилек или бечевка? Я думаю, сильно разно. Конечно, вот этот побольше огня, и он чуть быстрее плавит воск, из-за этого аромат быстрее отдается. А у нас есть горящая Да. свеча. Посмотрите, вот с деревянной палочкой огонек-то действительно побольше, да, у нас? Он быстрее топится, и отсюда уже идет аромат. Поэтому быстрее ароматизирует. А хлопковая, она чуть помедленнее топится. Ну, потому что Да. огонек маленький, А соответственно. так воск расходуется одинаково. Например, вот этой маленькой баночке где-то 25 часов, больших 50 часов. Именно от воска зависит. Вот Она такая избирается. маленькая баночка 24 часа горит? Да. А как понять, когда свеча уже все догорела? Вот. Свечу- Я бы ее зажигала и зажигала и зажигала, думая, что, наверное, она должна работать вечно. Ну, застыла, можно заново зажечь, застыла, можно и опять заново. Да. А вот свечу вот эту в стекле нельзя зажигать больше 2 часов, так как стекло греется и может лопнуть. А в кокосе можно до 3 часа. Ну, например, в среднем, наверное, я думаю, для этого, ну, для уюта 3 часов, я думаю, хватает. Хватает. Мгм. Вот, например, плавится воск, выключаешь, и она обратно застывает. Застывает. Да. То есть можно заново зажечь? Да, заново зажигаешь. То есть такой бесконечный процесс Да. практически, да? Только, когда зажигаешь свечу, надо, чтобы она до краев обязательно дошло. А то она, ну, неправильно как бы форма будет. Вот так вот. Так, хорошо. Ну что там с нашим воском, Светлана? Не забудьте, термометр должен быть обязательно, да, потому что там мы контролируем температуру. Она не должна превышать 80 градусов. Обязательно контролируем это дело. Это при свечеварении это очень важный показатель. 80 градусов, не более. Вот у меня 80 целых. Я снимаю. Докажите, что 80. Покажите. Вот. 81. Да. Уже падает. Мгм. И добавляем аромат. У меня тут было 210, где-то процентов 5, ну, от 5 до 7% можно аромат добавить. На 210 грамм. Да. Ну, добавляю где-то 10 грамм. Если честно, дорогие друзья, это очень увлекательный процесс. Ты себя здесь чувствуешь каким-то парфюмером, да? Думаешь, сейчас бы побольше добавить, либо поменьше, да? А можно ли добавлять в этот воск какие-нибудь травы? Вот, допустим, там я видела, что кто-то добавляет ягоды или травы. Такое возможно? Да, можно. Ну, это как больше для красоты. Для красоты. Да. Можно кристаллы добавить разные. Стразы? Да. Нет, имеется кристаллы. Розовый кварц по знаку зодиака. Такое делают еще. То есть это просто для визуальной красоты, да? Для визуальной красоты я сейчас достану. И заливаю сюда, ну, чтобы он удобный, с носиком. Заливать удобнее будет. Ой, я уже слышу этот аромат. Этот аромат какой был? Морская соль орхидея, да. Ну, очень хороший аромат. Мне очень нравится. А так ароматов очень много. Есть разный вкус, разные. Да.
При заливании формочки есть какие-то определенные моменты, на которые нужно обратить внимание? Ну, некоторые формочки, они, ну, форма есть разная, Мгм. требуют, чтобы постучать, чтобы воздух вышел. Например, есть- если чтобы воздух вышел, мы можем как бы его... И так оставляем на 4 часа. 4 часа, да? Да. А можно ли как-то проверить, высохла она или нет, туда воткнуть что-то Нет. или нет? Просто ждать. Просто ждать. Лучше, наверное, подольше, да, если 4 часа. Но это от, от толщины свечки Да, зависит, да? да, да. Ну, мне 4 часов хватает. Вот так ставим, оставляем в покое. Да. Уже не двигаем. У нас есть... Ну, время нашего эфира ограничено, дорогие друзья. Сделаем вид, что у нас прошло 4 часа, но через 4 часа наша свечка будет уже, через 4 часа наша свечка будет уже готова. Ну, а вот, к примеру, свеча, которая отстояла свои 4 часа, и посмотрим, что уже получилось. Вот так небрежно снимаем резиночки. Убираем, подрезаем фитиль, ну, чтобы ровно стояла. И аккуратно снимаем, где он у меня стык. А вот он. Вот так аккуратненько. Снимаем нашу форму и смотрим, что же там у нас получилось. Как раз-таки та самая шишка новогодняя. Вот так аккуратно снимаем формочку и достаем. Ага, тянить. Тяну, Еще. боюсь. Все. О, вытягиваем. Всё. Вот она, Вот, шишечка. шишечка готова. И так пару часов постоит, и все, и она готова. Светлана, а если, допустим, что-то случилось не так, не той формы, не понравилось, я могу взять, снять этот воск и вновь отправить туда, на паровую баню? Да, можно ее уже другую форму залить. Ну, бывает иногда вот именно вот женское тело, когда тут чуток рано ломается по талии, где тонкие. Да, ну вот это здесь, да? Мгм, Это вот эта да. часть может обломиться, Да. да? Тогда мы берем и заново топим и заливаем. А это же сейчас очень, кстати, популярные, да, такие Да. боди-свечи. Делают даже размером с человека, да? Да, ну вот он. Вот так вот. Да, У вас все целое. да. Так, а дальше мы что, должны подрезать, вот, если, допустим, у нас... Да, подрезаем фитиль, и я убираю вот этот неровность снизу. И все. Вы знаете, а по сути-то ничего сложного. Главное соотношение, да, и главное очень даже креативно подойти, выбрать все формы, да, а дальше все очень просто. Выбираете различные ароматы и вот такие варианты подарков своим близким. Вот новогодние праздники именно, ну, свечи очень актуальная тема, и ну, очень спрашивают люди. И мы будем на ярмарке готовимся вот с этим товаром, будем стоять в Кружале 29-30 января. Ну вот, дорогие друзья, если хотите узнать побольше о свечеварении, приходите на ярмарку, да, посетите, и, возможно, узнаете что-то для себя новое, да. Ну, а мне, например, понравилась очень идея вот этой массажной свечки. Я, честно, не знала, что бывают свечи, которые можно еще и себя любимую намазать. Да, как крем для рук, очень хорошо питает кожу. Да. Вот. Лучше, чем крема, мне кажется. Да, вы что? Ну да, здесь же правильно же, здесь масло, одно масло, да, и главное полезно, да. Отлично. Ну что, спасибо большое, Светлана, что рассказали нам сегодня про свое такое увлечение, да, это ваше хобби, но оно действительно приносит удовольствие, так еще и полезны могут быть для здоровья, ну а самое главное, можно всегда удивить и порадовать своих близких. Да. Ну что, дорогие друзья, на этом время нашего эфира подходит к концу. Мы не прощаемся с вами, увидимся вновь в это же время на телеканале Якутия-24. Мы продолжим удивлять вас различными интересными темами. Мы вам обязательно все покажем.